Вот, следы, можно сказать, сегодняшние. Это маленький. Пишет, двойную прошел. Один след один и тот же. Двойную прошел. И там чуть подальше тоже есть след. Чуть побольше, сантиметров 12. Этот где-то 11. Тот-то 12-13. Ну, тот, который, наверное, здесь вчера утром умер. Погиб, так сказать, при попытке проникновению на участок. А это вот это или пистун, или мелкая трехлетняя. До участка тут где-то с километра. Там метров 500 эти, чуть побольше следы были. Вот тоже туда-сюда обратно бегал. Ну, медведя очень много что-то тут в этой области. Ну а вот очень крупного медведя следы. Старый самец. Вот этот большой палец, как у человека даже. Какого большого. 44-го размера человека. Здоровый. Палец вон отпечатался тоже. Большой. Ну, так. Короче, на эту сторону, это я где-то километра 1,5 прошел, да? Вот этот вот крупный. Там чуть поближе к участку среднего. Сантиметров 12-13. Ну и мелкий бегает вот этот. Прошлогодний. Ну 10-11. Ширина следа. Этот дяденька хороший ходит. Здоровенный. И продавил-то как, да? А считает твердые сейчас. Вот я наступаю. Носком даже. Так продавить не могу. Силой ножа вот, продавил маленько. Настолько же, насколько медведь, это где-то килограмм 250-300. Наверное, весу у этого зверя. Ладно. Следы мелкого. Вот этот вот тут постоянно крутится. Прошлогодний или на год старше. На 11, до 12. Где-то около 12 даже ширина. Вот это вот эти собаки гоняют постоянно. Дают везде ее или ее следы. Вот этого собаки и гоняют, пойди. Это заполошные. Ну и судя по экскрементам, его на следы. Судя по экскрементам, он для этого времени года очень хорошо питается. И вот экскремент это темного цвета. И темного цвета предполагается это мясное питание. Где-то что-то надыбал, где-то находит хорошую еду для этого времени года. В принципе, в это время медведи вот обычно в наших краях вот очень много такого вот площади произрастания кедрового сланника. И вот падалицей кедрового сланника они питались. Прошлом году заметил. Но в прошлом году вот урожай-то был слабоватый. Но все равно при таких вот объемах произрастания это хоть что-то должно быть, есть, наверное.
Но все равно их что-то нынче много внизу. Но это из-за кедрового сланика. Падалицы, как в прошлом году, нету. Наверное, ходят там от кедровых, бурундуков. Запасы разоряют. Где-то накапливают, наверное, ё-моё. Бурундук, ну, как говорят, может даже вот около мешка натаскать. Мешок, нет, на 50 килограмм мешок. Ну, по объему на 50 килограмм. Ну, как мука 50 килограмм, а орехов чуть поменьше, наверное, получится по объему. Но в килограммах, если вывести. 30-35-то наберется, наверное, запасов у одного бурундука. Я так думаю, не знаю, кто как думает. Вот нынче у них падалицы нету. Видать, поэтому возле населенных пунктов и этих начали больше появляться. Это, видишь, здесь километров 15 поселок Якокут, а с этой стороны Лебединый, километров 10, наверное. Вот видишь, в этом отрезке он живет и чем-то хорошим. Очень хорошо питается для этого времени. Чтобы столько насрать за раз, надо много съесть. И, как видно, по экскрементам мясного происхождения пищи, животного происхождения, то есть. Ну, вот следы того, это вчерашний. Вчера с утра, которые здесь застрелили, этого следа точно. Сантиметров 12, под 13 даже. Ну да, почти что идентично с тем, который поселок захотел. Ну а по виду-то не скажешь. Наши-то медведи с таким с такого размера следа бывают побольше, но более крепче сложенные. И опять, что ли, с амурской стороны голова большая, лапа большие, а сам как как пестун маленький. По телу на 2 года меньше даешь. А такое у нас случилось года 3 назад. Ага. Года 3. 4, даже можно сказать, назад. Переход с амурской стороны был на нашу сторону медведей. Этот, наверное, скорее всего, вчера и с утра и застрелили. Худющий, говорят. Худющий. Вот тебя сожгли. А. Вот, медведя подожгли. Да, судя по размерам, это того же следа. 12-13 ширина следа. Размер человека. Возможно, тот, который туда приходит. И следы тоже говорят. 12-13. Ну, если, как говорится, с долей желаемого за действительный, да, это он, скорее всего. Целых 3 причины за него. Размер, следы, время подхода, поведение. Тоже в наглую на 20 метров подошел. Ну, с утра здесь я видел этих 2 медведей. Вот. Чем они питались, так и не могу понять. Вот. Кусты вот эти вот. Ну вот такие вот кусты они. Вот. Где вот касались, да? Вот же белые, вот касаешься, она темнеет. Ну, это какой-то белый налет
на них. И вот. Вот такие семена, что ли, они собирают, видимо. Такие семена. Я сейчас по дороге шел, там более-менее поспевшие было. Сейчас найдем, покажу. Обратно дороги должен найти. А земли-то что тут подбирать-то? Мне со стороны тоже сидел, смотрел, показалось, что они сильно это. Ну, вот так вот кусты шевелят. Вот так вот кусты шевелились, как будто кто-то от кустов оторвали. Вот так вот кусты шевелились, когда высокие кусты зайдут. Вот так вот кусты шевелились. Потому что они с кустов что-то собирают. Угу. А что они могут собирать? Я сейчас по дороге видел. Как за семена. Вот этого вот куста. Вот, верба. Угу. Вербой, что ли, питаются. Вот. Вот семена. Мы менее налиты. Вот такие семена, видать, они едят. Я вот сейчас вот одну сорвал. Вот сейчас жую, иду. Жую, иду. Вот из-за этого речь невнятная, ну не помню. Вот. Вот. Видите. Скорее всего, вот эти вот семена собирают, они едят. Это у нас верба. Или кто? Извините меня, пожалуйста. Позабыл, где ботаники все. Лет 30. Вот такие семена они собирают эти. Потому что идут, и кусты так, как будто вот так вот дернули, вот так вот шевелятся. Ну, растительное питание. Ну, вот. В таком количестве они. Эти что-то поменьше. Там еще более налитые были. Видать, они выбирают. Более налитые. И семена едят. Скорее всего, так. А другого я тут не вижу. Ну вот, кус, который они шевелят. Вот. Такого вот вида. А так земли-то тут что им собирать? Следов тоже не оставляют. Более-менее четко. Отпечатков нету. Ну, более налитые. Она даже осыпаться начала. Вот и семена-то. Вот ими, видать, и питаются. Скорее всего. Вот. Вот как раз они в ту сторону шли. Видать, этот кус вот так вот подмяли. Видите, тоже на нем. Их очень много. Семена. Прям. Тугура кахан сиринне. Тугу яхтилебите болтабад. Погрета. Сахал. Лиса Патрикеевна. Уже летний окрас приобрел. Зимняя шкура облезает. Вон на хвосте еще осталось, поэтому хвост кажется чуть ли не с ее размером. Здоровая лиса. Большая, скорее всего, самец, наверное. Вот. Это 300 метров. Вот 300 метров от поселка. Это поселок Старателя Прогресс. Так, Горняк называется, да? Вот участок Горняк. И вот лиса тут бегает.
Вон к кусту уже зашла. Ну, видать, заметила, что я дверцу чуть побольше открыл и убежала. Вот. Следы деятельности медведя на кладбище. Вот следы. Что-то они тут сильно поработали. Вот, смотрите. Что он там раскопал. Смотреть даже неприятно. Ну а вот тут вот он очень основательно поработал. Вот. Там что-то даже видно. Так-то, в принципе, медведь не сильно маленький. Вот. Человеческие останки тут хранятся. Биоматериал называется. Вот там тоже подкапывался. Вот видите? Каких-нибудь определенных таких четких следов не могу найти. Но это где-то просто неприятно даже тут рядом находиться. Ну что-то он тут до хрена накопал. Ага. Вот тут он оставил. Вот какие камни выворачивал. Но медведь здоровый. По-любому здоровый медведь. Там были захоронены человеческие останки. Биоматериал так называемый, судя по стойке. Вот здесь он не копал. Стоял. Он вот пытался здесь что-то делать. Вот венок откинул. Вот здесь он и... Вот сегодня ночью это было. Сегодня ночью. Так-то медведь не мелкий. Это сантиметров 13-14. Ну вот. Вот здесь он, короче, валялся. Ну, шкуру, наверное, чистил. Как туда залазил, шкуру чистил. Это у нас Алданское кладбище. Вот так вот. Поселок Лебединый. Где бегают машины, вот это вот центральная улица. И вот... ну да. Вот длинное здание, которое крыша видна. Ага. Вот это у них клуб. Ну и дальше. И дальше. Вот этот четырехэтажный дом. И чуть дальше нее, напротив, через улицу, короче, магазины стоят. Да, вот где трасса через дорогу переезжает и переходит. Вот там вот есть стоит магазин. Вот в этот магазин подходил медведь. 15:36 зафиксировали камеры наружного наблюдения. Поселок Лебединый. И постоянно еще медведь вот подходит к этим двухэтажным домам, чуть ниже них. Вот здесь на конце, ну, здесь на крыше фабрики это не видно. Там вот есть мусорные бачки. Под этих 4 домов туда мусор таскает. И вот медведь туда постоянно приходил. Но последний раз 24-5 июня приходил.
больше не показывался. Скорее всего, он умер в числе 3, которых мы добыли за период с 10, ну где-то с 10-15 по 9 июля. 3 штук тут добыли. Алданские горы. Это вот в сторону Перебуторного. Под Перебутор, за Перебуторным такие горы. Что-то бурундуки рассвистелись от дождю. Ну и без них ясно. Раз облака появились, то в этом месте они выпадают обязательно. Даже лед сохранился на той горе. Лед даже сохранился. Красиво. Земля наша. Ничего только нет в этих горах. Все, наверное, есть. Вся таблица Менделеева. Ну да, даже говорят, камни есть, которые похожи на изумруд. Но они не изумруды, настоящие изумруды, а как-то, ну, похожие камни на изумруд. На это золото копали. Камень. Камень, по-моему. Не, заяц. Заяц, таких камней тут не было. Заяц. Маленький. Оп, заяц. Все, ушел. Вы убили его там, да? На берегу. Как будто с глушителем с телефонкой. А потому что расстояние из теста. Учитывая сколько у Точно, нас? глушит, жестко. Метров. Отсюда где-то, блядь, метров, наверное, 700-800 Сантиметров 12. расстояние. И тест Сантиметров 12. А я думал, как... Нога была больная. Ну, не больная. Во что-то наступил. Что это такое? Так и непонятно. Что-то на ногу оделось. И сразу видно, что это давно вот так вот у него было. Вот эти когти не стертые. Он сказал, фотографировать надо. Лапу показать. Это 3-4 года. Весь облезлый. Живот-то раздуло, наверное, сейчас ночью, да? А? Живот-то раздуло маленько, это ночью. Да, вот. Ну, вытерпел, смотри, 5 выстрелов. Вот. И стрелял, оболочка.